Салем Жастар, с вами ваша Сара Кыс. И сейчас, как по названию увидите, это реакция на Жанар Дугалову «Суим жек кюрем». Суим. Вот как обычно, я знакомое мне слово, а перевод этого слова я не помню. И после этого я каждый раз понимаю, что мне надо натаскивать язык, запоминать все больше слов, именно пополнять словарный запас, но из-за того, что у меня мало времени, это иногда не больно хорошо получается, поэтому переводик мне обязательно пишем, о чем песня тоже мне пишем, и свое мнение мне тоже внизу пишем, ссылочка в инстаграме тоже здесь вылезет. Подписываемся на инстаграм и пишем мне в директ, потому что я люблю общаться со всеми. Мне нужно больше с кем-то общаться. Поэтому, ребят, начну смотреть, и раз, два, три, поехали. О, Господи! Ой, прошу прощения. И резко ушло. А это было жестко. У меня все эти истории даже ладошки потеют. Ой, как будто фильм такой, да, есть? Смотрите, как интересно так сделано. Арман Булатов.
Я в конце поржала с того, что он на ней ржет. Блин, знаете, ну, честно, я не знаю, может, конечно, фильм есть. Честно, не помню, мне, может, кто-то и говорил об этом, что есть фильм. Не помню. Ну, в общем, суть клипа, как бы, да. Ну, тут, наверное, мне кажется, все уже видят, что происходит. Но, ребят, такой большой совет, серьезно, вот. Для тех людей, которые вот так вот ругаются на каких-то мероприятиях общих, ведут себя вот, ну, вот именно как вот здесь пошло, не стоит. Вообще не стоит. Блин, всегда можно найти какой-то компромисс, всегда можно найти то, что будет впереди, то есть не ссоры, ругань, а именно любовь, забота, поддержка, да. Тут сразу видно было, видите, пара как бы, да, ну, по фильму, ну, по клипу, она собирается на представление, говорю, на какой-то вечер, и уже видно, что ни у него, ни у нее никакого отношения, извините, настроения никакого нету. То есть они садятся в машину, и уже видно, что они, ну, уже поругались, то есть у них никакого этого нету. Ну, в плане видно, что больше, конечно, девушка злится, как бы парень-то вроде и пытается, как бы рядом находится и что-то делает, чтобы, ну, как-то повлиять на нее, а она все равно на своем стоит. Но уже когда они приходят на мероприятие, они все такие веселые, себя строят хорошую такую пару. Ну, извините меня, какой бы мужик ни начал злиться, если бы его девушка, женщина его стояла, разговаривала бы с каким-то другим мужиком, что-то на ушке там улыбалась ему, как бы, здесь я полностью понимаю. Тулкел, Саботнин, короче, этого артиста я здесь как бы полностью, и роль его я полностью поняла. Но в конце, конечно, мне очень так удивило то, что все-таки она наконец-то осознала, потому что многие девушки не осознают, абсолютно не осознают, что они поступают плохо, что они поступают неправильно. Мне рада то, что в этом клипе это все осозналось, и она прибежала к нему, да, вся в слезах. Он ее простил, и у них все замечательно. Поэтому, девчонки, у кого бывают такое отношение, такое состояние со своим молодым человеком, пожалуйста, пересматривайте клип и понимайте, что девушки и женщины тоже иногда бывают виноваты, даже не иногда, а в большинстве случаев виноваты бабы. Потому что мужское настроение полностью зависит от настроения женщины. Поэтому всегда будьте более снисходительны, как бы мы ни уставали, потому что на долю женщин, девушек приходится очень много всего, стрессов, домашних дел, испытаний и всего-всего прочего. Но наши мужчины — это наша поддержка, наша стена, наша опора. Как мы относимся к ним, так и они будут относиться к нам. Но наши мужчины, если они нас выбрали, то в любом случае они нас всегда будут любить, всегда будут поддерживать и всегда будут находиться рядом. Господи, заговорила как какой-то психолог. Но на самом деле это так. То есть, если сглаживать конфликты, сглаживать ссоры и больше разговаривать, именно больше общаться со своей второй половинкой и знать, что ему нравится или ей нравится, не нравится, то уже меньше скандалов будет, меньше каких-то капризов, меньше всего, и, в принципе, отношения будут хорошими. И, девушки, немножко сбавляйте темп, серьезно. Не просите вот это, вот это, вот это, вот это, а еще я вот это сверху тоже хочу, ребят. И мальчики тоже. Вы не ругайтесь на девушек, мы вечно что-то хотим, но девушки, да, серьезно, сбавляйте темпы, не просите что-то прям такое заоблачное, шубу из, не знаю, там, со спины лемура, грубо говоря, да, такого не надо. То есть просите то, что вы знаете, что ваш молодой человек, ваш мужчина точно сможет для вас сделать. То, что точно сможет позволить сделать. Но если вы хотите шубу из лемура, да, грубо говоря, то подождите какое-то время, мне кажется, ваш мужчина, если он вас на самом деле любит и на самом деле захочет вам это купить, через год, через 2, через 10 лет, как будут деньги, как будут возможности, но обязательно это купит, потому что мужчины, они такие. Не обижайте их. И вы, мужчины, не обижайте на нас. И, в принципе, надо сглаживать все, и чтобы ссор больше не было, и браки не распадались, как говорится, да. Все отношения заканчивались хорошо и вообще не заканчивались. Долго-долго жить, да? Счастливых лет жизни. Поэтому, блин, реально поучительный клип. Жанр, как обычно, красавица, тут нечего говорить. Это просто женщина, вот это платьишко ее желтое. Господи, мне бы в ее возрасте так выглядеть.
Скажите, не все так могут, поэтому она молодец, на самом деле, оправдывает себя и хорошо поет, есть голос, есть внешность, есть все для того, чтобы быть дальше на сцене и радовать нас такими интересными клипами. Иногда мне, кстати, кажется, что она и Туутел встречаются, потому что до этого у них был клип один, где они там вместе, что сейчас они такие, блин, они такие прям милашечки. Я хочу, чтобы они встречались. Вы хотите? Напишите в комментариях мне об этом. В общем, буду заканчивать, потому что больше, мне кажется, говорить нечего. Я уже советов понадавала, все рассказала. Всех вас люблю, спасибо, что смотрите. Сау.